В эфире новости, в студии Анастасия Кобызева. Здравствуйте. Вот главные темы. С завтрашнего дня заработают театры, кинотеатры и бассейны. Все ли готово к первым посетителям? В Алданском районе локализовали 3 пожара. Как борются с огненной стихией? Юная ниренгринка Кира Довбенко участвует в конкурсе Miss World Internet 2020. Есть ли шансы у якутянки стать первой? Сбой в работе мобильных операторов МТС, Мегафон и Йота произошел этим утром в Якутске. Также не работает интернет и телевидение ТТК. В Мегафоне заявили, что неполадки могли возникнуть из-за модернизации оборудования. На горячей линии ТТК подтверждают, что доступ в интернет отсутствует. Технические специалисты уже проводят восстановительные работы, говорят в контакт-центре. Министр инноваций Якутии Анатолий Семенов сообщил о 2 авариях. Одна на автодорожной в Якутске, где поврежден канал ТТК, другая в Нижнем Бестяхе. Место повреждения линии уже нашли, неполадки устраняются. Причины аварии пока неизвестны. 69 случаев коронавируса выявили в Якутии за сутки. Это данные регионального оперштаба. Больше всего заболевших в столице – 34 человека. Далее идет Мирнинский район, там 10 новых случаев. В Мегино-Кангаласском – 9, в Верхневилюйском и Хангаласском по 5. Также 3 случая зафиксированы в Имикунском районе, 2 в Ниренгринском, 1 в Усть-Майском. Все ближайшие контакты инфицированных выявлены и изолированы. За минувшие сутки от COVID-19 скончался 1 человек. Пандемия коронавируса в республике постепенно идет на спад, и ситуация во многих районах республики идет к улучшению. Об этом заявил глава региона Исен Николаев. В связи с этим с завтрашнего дня в Якутии снимут ряд ограничительных мер, а именно возобновят работу кинотеатры, театры и бассейны. Вместе с тем глава региона отметил, что наблюдается распространение заболеваний среди людей старшего поколения и рост тяжелых случаев протекания болезни. Исен Николаев добавил, что имеется большой запас медицинских препаратов, развернуто достаточное количество коек, а медики приобрели большой опыт в борьбе с этой инфекцией. Столичные кинотеатры готовятся принять первых посетителей. Соблюдены ли все меры предосторожности, узнал мой коллега Петр Васильев. Он на прямой связи со студией. Петя, приветствую, тебе слово. Настя, я тебя приветствую. Да, мы действительно сейчас находимся в одном из кинотеатров столицы нашей республики. Пандемия коронавируса внесла значительные изменения и в работу самих кинотеатров. Они были закрыты в течение целых 7 месяцев из-за неблагополучной ситуации. Однако уже в ближайшее время они распахнут двери для всех любителей кино, но с большими ограничениями. Мы полностью готовы. Рециркуляторы куплены, все уже установлено. Дозаторы, значит, с антисептиками тоже присутствуют в помещении, да, то есть зрителей просим, конечно, при себе иметь перчатки и маски, это обязательно. Будут измеряться температуры наших посетителей, тоже, чтобы, не дай бог, да, человек с температурой прошел и заразил, значит, зрителей. Поэтому как бы мы очень заботимся о здоровье наших зрителей, ну и, конечно, о качественной работе кинотеатра. Все-таки, Настя, я предлагаю посмотреть, как будет осуществляться работа самих кинотеатров. Первое и самое главное правило для прохода непосредственно в кинозал – это обработать руки. Здесь на входе установлены специальные дезинфекторы. Обратите внимание, и руки сразу становятся чистыми. Также в помещении кинозала установлены вот такие вот рециркуляторы воздуха. Они также обеспечивают дополнительную защиту и для работников, и для посетителей кинозала. Отмечу еще, что буквально перед каждым сеансом и с перерывом в 30-40 минут будет проводиться влажная уборка с применением различных дезинфицирующих средств. Также еще одним из новшеств станет ношение обязательной маски во время сеанса, тоже чтобы обезопасить и себя, и окружающих. Но главное, на что стоит обратить внимание, с чего начнут работы кинотеатры, это вот такая вот специализированная разметка, которую вы можете видеть на креслах в кинозале. Она нанесена для того, чтобы соблюсти социальную дистанцию между посетителями. Тем самым использованием этой разметки зрители в зале будут сидеть через 2 места. Настя, у меня на этом все. Спасибо. Петя, спасибо. Это был мой коллега Петр Васильев.
Русский драматический театр имени Пушкина также готовится к открытию 130-го театрального сезона. Для того, чтобы обезопасить своих зрителей, руководство театра принимает все меры. Санитайзеры при входе, разметка у кассы, чтобы люди соблюдали социальную дистанцию. Кроме этого, в зрительном зале и в фойе установлены подвесные и напольные рециркуляторы для обеззараживания помещения. До снятия всех ограничительных мер в театре не будут показывать масштабные спектакли с участием большого количества актеров. Это посадка через одного, да, шахматы так называемые, да. Но дело в том, что тут тоже не совсем, если дословно и досконально разбираться в этом, да, опять же были разъяснения. Вот приходит, скажем так, семья, да, или там группа друзей, товарищей, да, 5 человек. Между ними мы их не садим через одного, они садятся вот 5 человек, и только от этой компании уже идет расстояние на следующего зрителя. Если он один, то один, значит, через одного. 1,5 метра, да? Все правильно, да, так как прописано в рекомендации. Площадь природных пожаров в Якутии увеличилась на 373 гектара. По данным авиалесоохраны, на территории региона действует 25 природных пожаров. Общая площадь, пройденная огнем, 1289 гектаров. За сутки возникло 7 очагов, 6 из них ликвидировали. С огненной стихией боролись 450 человек и почти 100 единиц техники. Из-за отсутствия умеренных осадков и учитывая усиление северного, северо-западного ветра, существует вероятность задымления в 12 населенных пунктах Ангаласского, Чурапчинского и Ангинского районов. В Алданском районе действует 3 лесных пожара. В настоящее время все они локализованы. Тушение огня продолжается. На одном из участков побывала наш корреспондент Татьяна Вахнина. Эти кадры сняты на мобильный телефон. Вблизи от дороги к селу Хатыстыр на свороте к дачному поселку Тобук полыхает пожар. Огнем охвачены 24 гектара. Борьбу со стихией ведут бригады Якутлесресурса и авиалесоохраны. Тушение пожара осложняется рядом факторов. Здесь слишком глубокая подстилка. Курумник часто попадается, что пожар углубляется и может буквально от кромки выйти метров с 5-10 другим очагом. Был сильный ветер, который раздувал кромку пожара и раскидывал уголь. Производили пока здесь затушивание, он перебрасывался на 50, на 40 метров. Возгорание произошло неделю назад. Вокруг полыхающего массива были проложены минерализованные полосы. Для предотвращения перекидывания огня делаются отжиги, убираются сгоревшие лесины. В настоящее время пожар локализован. Борьба с огнем продолжается. Делать какие-либо прогнозы сложно. Все зависит от погоды. Потому что у нас все вроде как и удачно шло. Но поднялся ветер, у нас 2 переброса было. Пришлось опять все заново возобновлять, все тушить. Причины пожара не установлены, однако в последние дни погода оставалась устойчиво сухой. Гроз не было, и к возгораниям, предположительно, привел человеческий фактор. Ягодники, местное население. Кто-то сходил за ягодами, затушенный окурок или брошенная спичка. Скорее всего, была причина этой пожара. В настоящее время в Алданском районе действуют 3 лесных пожара, 2 из которых в авиазоне и 1 наземный. Кроме массива на Хатыстырском направлении, тайга полыхает вблизи участка Восточный и неподалеку от села Якакут. Стоит отметить, что на 3-ю декаду сентября планировалось закрытие пожароопасного сезона. Теперь же об этом говорить преждевременно. Ну, по Алданскому району у нас возгораний в наземной авиационной зоне мало было. А это вот получается как подарок. Перед закрытием 3 пожара чуть ли не в один день. Стоит засушливая погода, поэтому закрытие пожароопасного сезона еще рановато в связи с возгораниями. В последние дни в городе наблюдается сильная задымленность. По словам специалистов Алданского лесничества, ее повлекли вовсе не пожары, действующие на территории района, а огненная стихия, бушующая на севере республики. Татьяна Вахнина, Алданский район.
Вопросы совершенствования законодательства Якутии в связи с принятием закона о поправке Конституции России рассмотрели сегодня на заседании Конституционной комиссии под руководством главы Якутии Асена Николаева. В регионе создана рабочая группа, туда вошли 20 человек. Это представители федеральных, республиканских органов власти, органов местного самоуправления, Общественной палаты Якутии, Общероссийского народного фронта, Федерации профсоюзов и научного сообщества. Глава Якутии дал поручение руководителю рабочей группы организовать работу уже по подготовке текста республиканского законопроекта. При этом рабочей группе необходимо сосредоточиться не только на внесенных поправках в Конституцию России, но и на ряде неотрегулированных достаточно долгое время вопросов. Национальный природный парк Ленские столбы в республике объявил о закрытии туристического сезона. Об этом администрация учреждения написала на официальной странице в Инстаграм. Запрет не касается членов родовых общин, а также туристов, осуществляющих сплав на безмоторных плавсредствах. Юная нюрнбергенка Кира Довбенко участвует в конкурсе «Мисс Ворлд Интернет-2020». Победитель определяется путем интернет-голосования, и у участницы из Якутии есть все шансы стать первой. Сергей Козюра продолжит тему. Будем голосовать за Киру! Да! Ученица 3-го класса школы номер 15 может стать победителем отборочного этапа конкурса «Мисс Интернет». В случае успеха Киру пригласят на очный финальный этап конкурса, который пройдет в Сочи на Красной Поляне с 30 октября по 4 ноября. Я очень рада, что я попала в конкурс. Я об этом очень мечтала долго, и моя мечта сбылась. Для победы мне нужно 1300 голосов. И я надеюсь, что нюрнбергенцы проголосуют за меня. Для юной ученицы это первый опыт участия в подобном конкурсе. Отсюда и волнение, и, конечно, желание быть первой. Киру, помимо родственников и друзей, поддерживают и ее одноклассники. В свою очередь, девочка обещает, что на учебе это не отразится. Мы отправили заявку. Спустя время, наверное, недельки 1,5-2, они нам написали, что вы приняты, получается, в модельное агентство. Еще через пару дней они написали, что проходит такой-то конкурс. И мы вас по фотографиям отобрали, что вы можете представлять нашу республику Саха-Якутия. Но на учебе я думаю, что это не отразится, потому что я буду контролировать это. А пока Кира надеется на поддержку земляков и с замиранием наблюдает за ходом голосования. Сергей Козюра, Захар Головин, Нерюнгри. К этой минуте у меня пока вся информация. Еще больше новостей на наших официальных сайтах yak24.ru и nvk-online.ru. Наши корреспонденты продолжают следить за развитием событий. Оставайтесь с нами.